Южная Якутия в 70-х годах прошлого века стала центром притяжения активной, целеустремленной молодежи со всех уголков Советского Союза. Комсомольцы, вдохновленные призывом молодые люди, взяли шефство над самым грандиозным проектом того времени – строительством Байкало-Амурской магистрали. Строительство БАМа дало мощнейший толчок развитию всей Южной Якутии. Появились поселки, города, где жили и трудились настоящие герои своего времени. Наталья Федоровна Корж в далекую и холодную Якутию приехала из Днепропетровской области вслед за мужем. Муж сначала приехал в 1975 году и вызвал нас. И вот это декабрь как раз был, 1975 год. Я приехала с старшей дочерью. И поселились в старом городе, такой барак был. Вот мы поселились. Там пару месяцев побыли, и я пошла работать в 1976 году в мехколонна БАМ, 156-я мехколонна. Вот там работала заправщик, кладовщик, ГСМ, заправщик ГСМ и кладовщик складов. Заведовала складами. Вот. Это было 4 года БАМа, а потом перевелась в 80-м году в автобазу технологического автотранспорта. И там проработала 36,5 лет. Молодые комсомольцы, задорные, нам сказали, хорошо здесь, надо ехать. Мы поехали. И муж также поехал. Все, бросили, приехали, и прекрасно. Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. И все эти 36 лет Наталья Федоровна занималась тяжелой, исключительно мужской работой. Дежурный электрик по автоматике, пожарная автоматика. Вот. Все 36 лет? Все 36 лет. В общем, у нас там автоматика была одна в Союзе. На нас работали много институтов, 2 или 3 даже в Москве. И могли потушить пенное пожаротушение. Нажал кнопку, у нас был пульт, и сразу пожар тушился. Ну, в общем, это очень сложная была работа, очень. Потому что не только автоматику мы, там как нагрузка, мы сантехникой занимались, и дежурный электрик-силовик везде были. Потому что людей мало было, им приходилось везде работать. А все-таки кто знает, что такое автобаза была, сейчас-то она маленькая, тогда была очень большая. И мы знали все, вот кто был дежурный со мной. Это дежурный, это посменно, это очень тяжело. И мы знали все. После трагической гибели мужа наша героиня оказалась в очень трудной ситуации. Но, не давая места унынию и мужественно преодолевая свалившиеся невзгоды, продолжила трудиться. И главное – растить и ставить на ноги своих детей. А здесь все. Здесь дети, родилась дочка меньшая. Здесь тяжело, потому что в 91 году я осталась одна. Это страшно было. Ни есть, ни пить ничего не было. Но детей подняла. Если бы не работа и не Якутия, я бы не подняла их, честно. Я детей могла выучить по 6 лет, университет закончили, купить квартиры, свадьбы сгулять. Я все одна могла детей 2 поднять. Так что Якутия, слава Богу, спасибо ей за все. Судьба свела Наталью Корж со своим вторым мужем здесь же, в Нерюнгри. Виктор Николаевич трудился водителем большегрузов в компании «Якутуголь». Я сюда приехал в 1977 году, устроился в АТА, в Якутуголь. Отработал больше 30 лет на большегрузных машинах фирмы «Юнитрик» М200. И БелАЗ на них проработал. Так что это так вот. В общем, и с Наташей мы познакомились. Мы знали ее давно. Были тогда семейные мы обои. Но потом у меня жена в 16-м скончалась. И вот мы с Наташей, она тоже свободная была, и мы с ней, в общем, можно сказать, судьба свела нас. И вот с тех пор мы вместе живем хорошо, дружно, счастливо, так что все хорошо. Какими бы ни были обстоятельства,
Какие бы трудности ни приходилось преодолевать, Наталья Федоровна всю жизнь находила поддержку и черпала энергию и вдохновение в музыке, любовь к которой она несет всю свою жизнь с самого детства. Я знаю, что в 1 классе мне надели костюм, уже Гагарин полетел в космос, и мне пошили красный костюм, и я пела «Возвращайтесь, долетайте до самого солнца, и назад возвращайтесь скорее». Ну, и вспомнила уже. Так что это с детства народный голос, так вот. Любовь к народному творчеству – это душа. И, может быть, вот сейчас и внучки такие, они поют, любят, включишь им вот народную песню, и они поют. Все. Так, может быть, вот, ну, может, гены. Папа пел, мама пела, все соседи пели. Так что, может, оттуда все. Увлечение творчеством стало не просто хобби. Наталья Корж посвятила этому всю себя, постоянно принимая участие в фестивалях и мероприятиях различного уровня. О хороших людях говорить можно бесконечно и с удовольствием. Вот одна из таких людей является Наталья Федоровна Корж. Наталья Федоровна – старожил и первостроитель Нерюнгринского района. У Натальи Федоровны очень ярко выражено чувство патриотизма, большой любви к родине, к любимому городу, к республике. Это человек с активной жизненной позицией. Она исполнительница народных песен. И так вот через душевное исполнение песен своих она проявляла вот эту самую любовь к родине, к месту, в котором живет, к республике, к тому, чем она занимается. Далекий 82 год. Она участница художественной самодеятельности народного ансамбля песни и танца «Багульник». После того, как коллектив распался, Наталья Федоровна стала заниматься сольной деятельностью. Она активный, востребованный всегда участник культурных программ, народных гуляний. В 2016 году за многолетнее сотрудничество, за активное участие в культурной жизни Нерюнгринского района, по ходатайству Управления культуры и искусства Нерюнгринского района, решением Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Наталья Федоровна Корж является обладательницей нагрудного знака за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия. Абсолютно достойна этой награды, потому что ее самоотверженность, ее беззаветная любовь и преданность делу, которым она занимается, достойна похвалы и самых высоких наград. Но самой главной наградой для Натальи Федоровны всегда была и будет любовь близких людей. Любовь всей ее большой и дружной семьи, которая поддерживает ее в творчестве. При этом она в первую очередь всегда остается любящей женой, мамой и бабушкой. Самое прекрасное, самое замечательное, самое чудесное, потому что, я говорю, всю жизнь она пронесла ласку, любовь через все года. Нам уже, тоже мы не молодые уже девушки, но вот эту ласку, прекрасное пение ее, которое она пела и колыбельные, даже помнится еще в 3 годика. Дело в том, что не посмотрите, какие золотые руки. Вот она, кстати, сама спекла чак-чак. Постоянно нас балует пирожками, пирогами, всякими разными яствами вкусными. Кстати, мы не умеем печь так, как она печет. Мне кажется, не то, что вот она еще, это как мама, это вообще просто, вот действительно, мама, какая она бабушка. То, что она нам передала, вот действительно, по-женски, многое всего, все-таки все равно, по возможности, действительно, с работой мало, действительно, какие-то моменты уделяла, но все равно научила всему. Мы в семье теперь умеем все делать, а какая она бабушка. Это вот действительно долгожданные внучки, это все. Потому что ей со старшими Иниными племянниками было просто правда некогда. Работа постоянно, она еще была в ночные смены работала. Ей некогда было со старшими. А здесь она вот с самых маленьких, вот они родились,
И бабушка у нас почти каждый день. Вот действительно передает, и они с ней, вот действительно, с творческим человеком, они такие же и есть. Вот они с самого рождения поют вместе с ней. Я думаю, будущие таланты. Да, певицы наши. Вот действительно, мировая женщина. Одним словом, мировая женщина. Всегда с настроением, Да. всегда. Даже говорю, у нас, если нет настроения, мама- позвонишь, мама говорит, так, на позитиве, Нельзя. все, молодец, умничка, зажигалочка наша. Старается и нас так, чтобы действительно учить, что никогда нельзя унывать. Нельзя. Особенно сейчас такая жизнь. Надо всегда друг друга поддерживать и словом, чтобы все всегда были с позитивом. Никогда вот такого не было, чтобы вот мама у нас была не в настроении. Неиссякаемый оптимизм и хорошее настроение. Именно это стало девизом для Натальи Федоровны. Нельзя так. Так нельзя жить, как мы живем. Утром надо встать, надо сготовить, надо убрать, надо бежать к внукам помочь, надо бежать на репетицию. Я не знаю, вечером приходишь, все, а утром опять встаешь и опять здоровый, бодрый, и все хорошо. Если так не жить, вот бодрячком, я не знаю, может, это давно было, сколько они живут. Мне сдавали на группу каждый год, это очень тяжело. И сколько там уже сдаешь? Ну, уже 30 лет. Сколько они живут. Так что мы вот, слава Богу, с оптимизмом, с вот такой душой. Я люблю всех, честно. И все, и хорошо. И здоровье, и, слава Богу, и в больницу не ходим, и все хорошо. А вот говорят, что такое, что можно, чем излечиться? Антибиотик какой? Танцевать и петь. Вот антибиотик от всех болезней. Взаимное уважение, любовь и помощь друг другу в трудную минуту. Это ли не секрет по-настоящему крепкой и дружной семьи? Я не знаю, просто как-то вот... Наверное, действительно, это еще где-то вот правда переходит, потому что действительно в детстве как бы мама всегда учила самое главное – быть дружными. Это, наверное, вот оттуда, наверное, с детства идет, а потом, ну как-то не знаю, уже постарше все стали. И мужчины как-то у нас, да, слава как-то богу, у нас от них дружат. сошлись интересы, мне кажется, да, наверное. Все-таки как-то оно все вместе, все так вот, как вот крупинка крупинки. Все, да, будь здорова, правда. Будет, правда. И как-то все, вот, слава богу, что хорошо, что и общаемся, и дружим. У нас даже просто были до этого общие подруги, просто многие разъехались. И теперь, кроме меня вот сестры, это лучшая сестра, подруга. Ну, и, в общем, как бы у нас общий Мы круг, все вместе, круг друзей. везде вместе, да. Так что секрет, мне кажется, я не знаю. В дружбе, наверное. в любви друг к другу, как Да, родственники. да. Естественно, что такая дружная семья Натальи Федоровны любит собираться и на семейные праздники, и просто так, без повода. Каждый праздник. Вот сейчас, я не знаю, мало кто детей приглашает. Мы все время с детьми. Все время. Каждый праздник. Вот летом, я вам покажу фотографии, летом мы переодеваемся, костюмы народные, русские. Мы все время дети с нами. Суббота, воскресенье, они нас никогда не отталкивают. Наоборот, мама, дядя Витя, это все. Особой любовью у Натальи Корши и ее домочадцев пользуется летний отдых на даче. Причем времяпрепровождение не ограничивается банальными шашлыками и копанием на грядках. И на даче обязательно остается время для творчества. У меня растет все. Вот посмотрите фотографии. Цветы, огурцы, картошка, морковка, патиссоны, кабачки. Ну вот надо смотреть. Это у меня все растет. Все помогает. Дрова нарубят, баню натопят, бассейн, воду зальют. На даче гости приезжают, мы отдыхаем. Если вы приедете летом, это вообще, это прекрасно. Отдых. Хоть у нас дачка небольшая, но всем хватает. Средь якутских сосен и ветров холодных комсомола времени нам забыть нельзя. Молодое племя смелых и задорных, вспомни, что на севере жили мы не зря. Молодое племя смелых и задорных, вспомним, что на севере жили мы не зря. Жили мы на севере не зря. Длинная дорога, сопок вереницы, над рекой студеною стелится туман. Неужели это будет только сниться, будет юно сниться и тайги дурман? Неужели
это снится, будет юность снится, и тайги дурман. Несмотря на обилие современных исполнителей и жанров музыки, народное творчество всегда пользовалось и до сих пор пользуется большим спросом у зрителей. И Наталья Федоровна с огромным удовольствием дарит людям любовь и хорошее настроение своими песнями. Я пою народные песни. Сейчас мало кто поет. Одна я, наверное, в Нерюнгри пою народные песни. И с этими песнями мы ездили все время на Исых. Правильно говорю? Это меня брали всегда, и мы там выступали. И в месяц мы 3-4 концерта мы ездили. Где? Золотинка, Биркакит, Хани, Хатыми, Якутск, Вилюйск. У меня фотография есть, мэр Вилюйска, я с ним фотографии. Потом Амга. В общем, мы много лусов там проезжали. И везде концерты были, и нас встречали. Даже залы, стадион вставал, когда мы пели. Так что вот. Костюмы, у меня красивые костюмы. Дети стараются, дети у меня ведут свадьбы и юбилеи, и я им помогаю. Тоже бывает, приглашают, чтобы я спела песни народные. Все хотят народных песен. Хотят праздника, веселья. В репертуаре у Натальи Корж множество песен, как и известных авторов и исполнителей, так и любительских. Но, по ее словам, вдохновение исполнить то или иное произведение может прийти совершенно неожиданно. Может снится тебе иногда день шахтера, веселье, разгул, как на площади пели, плясали тогда, озаряли салюты тайгу. И Бабкина Надежды Кадышевой песни. И вообще народные, как и услышала, записала сама. Дети, зять помогает, и уже все, песня есть. Вот сейчас последняя песня очень хорошая. Мы стоим под звездами, и для счастья созданы, в небеса бездонные смотрим ты и я. Светят звезды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем вам счастья, сбудутся мечты. Вот понравится песня, и вот можно ее уже петь. Казалось бы, и дом полная чаша, и богатая на события творческая жизнь. Но в планах у нашей героини и дальше выступать на сцене, потому что одним из важнейших составляющих полноценной, насыщенной жизни как раз и является занятие любимым делом. Ой, планы я хочу еще... Приглашают на все, вот, на выборы, на праздники городские. Все время приглашает меня культура. Спасибо нашим, что Пушкина приглашает все время на все праздники. И больше я хочу, чтобы все были здоровы, счастливы и петь еще. Так что мы еще не сдаемся, еще хочется петь и петь, потому что... Ну, конечно, не везде, потому что я понимаю, что молодежи надо давать дорогу. Ну, и нас не забывать. Хочется, чтобы нас также приглашали. Радовать людей. Радовать людей, радоваться жизни, наслаждаться каждым прожитым моментом и искренне любить родной край. Свой секрет простого человеческого счастья Наталья Федоровна Корж, безусловно, нашла уже давно. Нерюнгри, чудо таежное, я повторяю, любя, сделать смогли невозможное те, кто построил. Тебя поем все, сделать смогли невозможное те, кто построил.